Сотрудников МВД ждет повышение пенсий. Указ уже подписан президентом России. Расскажем, когда и насколько увеличатся выплаты. Навязчивая реклама портит внешний облик города. В Сунже продолжается демонтаж рекламных баннеров и проводятся косметические работы. Праздник на льду. Любителей активного отдыха провести выходные в коньках приглашает ледовая арена Эрзи. На канале Ингушетия Новости 24. Здравствуйте. В этом месяце сотрудников МВД ждет повышение пенсий на 5,8%. Президентом России издан указ об увеличении оклада и пенсии работников силовых ведомств. Цель заключается в привлечении молодых кадров и удержании опытных сотрудников. В бюджете заложено более 1 триллиона рублей на финансирование повышения зарплат и пенсионных выплат. На последнее пойдет около 122 миллиардов. Это решение обусловлено заниженным уровнем повышения пенсионных выплат с 2017 по 2019 годы. С начала года средний размер пенсионных выплат будет примерно 18 тысяч рублей с учетом индексации на 5,8%. В 2019 году средняя пенсия была примерно 17 тысяч рублей. В Сунже продолжается демонтаж рекламных баннеров и другие косметические работы. Даже в выходные работники ЖКХ не отдыхают. Со вчерашнего дня по всему городу проходит демонтаж несанкционированной рекламы. Буквально на каждый столб в городе была навешена навязчивая реклама, несанкционированная и портящая визуальный вид города. Решить эту проблему глава администрации поручил в первую очередь, ведь внешний облик города должен соответствовать всем стандартам. В городе находится очень много несанкционированной рекламы. На некоторых словах по 10, по 15 штук. Вот за эти 2-3 дня по этой улице Висаитова снято и ликвидировано более 100 рекламных вот этих несанкционированных счетов рекламных. В связи с этим хотелось бы обратиться к жителям, которые делают такие неправильные поступки, что в дальнейшем такая процедура будет пресекаться законом, там будут и административные штрафы с привлечением участковых инспекторов. А выявлять как? Выявлять будем, если вывешивается какая-либо реклама, там написан номер рекламодателя, да? По этому номеру будут выявляться и штрафоваться административно, и я думаю, что участковые справятся с этой работой, и будет эта работа налажена. Взялись и за косметический ремонт 2 мостов в Сунже. Ограждения были покрашены, а кустарники и деревья, мешающие конструкции, были подрезаны. Также в ближайшие дни будет подведено новое освещение. Громкая победа Мусура Евлоева на престижном турнире UFC, завоевание титула чемпиона мира Мусой Евлоевым, прошедшее впервые в Ингушетии первенство СКФО по хоккею, соревнования по дзюдо, боксу, борьбе, бейсджампингу. Каким был спортивный 2019, помнят зрители и болельщики. А футболисты Магомед Аздоев и Зелимхан Бакаев заслуженно попали в список спортивного открытия года в России. Победы ингушских спортсменов послужили мощным толчком в развитии спорта и здорового образа жизни среди молодежи региона. Спортивные итоги года в большом репортаже Тамерлана Хамхоева. ММА, бокс, дзюдо, хоккей, борьба вольная и греко-римская, панкратион и самбо. Спортивная жизнь Ингушетии бурлит и переливается самыми разнообразными красками. В каждом виде спорта ингушские атлеты ведут конкурентную борьбу. Выступая как в родных стенах, так и за пределами Ингушетии, наши спортсмены прославляют свой край и страну. Один из самых популярных и быстро развивающихся видов спорта в нашей республике – ММА. Самой громкой новостью в сегменте ингушских смешанных единоборств стало подписание Мовсара Евлоева в престижный бойцовский чемпионат. Евлоев становился чемпионом мира по версии М1 Global и 2 раза защищал свой титул, вследствие чего получил возможность заключить контракт с UFC. Первый поединок Евлоева не заставил себя долго ждать. На турнире в Санкт-Петербурге ингушскому спортсмену противостоял корейский боец Сен Ву Чой. По итогам 3-раундового противостояния уверенную победу одержал ингушский боец. Ladies and gentlemen, after 3 rounds, we go to the judges' scorecards for a decision. The judges scored the contest 29-27, 29-27, and 29-26 for the winner by unanimous decision, Mofsar Evloev.
Один из самых стремительно развивающихся видов спорта в Ингушетии – это хоккей. Еще несколько лет назад представить, что у нас будут свои ледовые арены и детские команды, было бы очень сложно. Но на сегодняшний день в Насыркорте и Магасе функционируют две арены со всеми условиями, в которых занимаются дети самых разных возрастов. Показателем грамотного развития того или иного вида спорта в регионе является интерес к нему со стороны местных ребят, а также представителей других субъектов. С 4 по 8 января хоккейная жизнь в Ингушетии вновь забурлила. Еще бы, впервые в нашей республике прошло первенство ИФО и СКФО. 13 команд-участниц, накал, соревновательный дух, эмоции от побед и разочарования от поражений. Уровень команд в плане игр, и техника, и катание, все, конечно, все по-другому, все уже намного мощнее. Очень довольны, все приезжие очень довольны. Благодарили нас за этот турнир, сказали, что несмотря ни на что мы приехали к вам, и мы убедились воочию сами, что у вас прекрасная республика, прекрасные люди. В конце апреля во Дворце спорта Магас имени Берда Евлоева в Назране прошел 19-й турнир по дзюдо среди мужчин, посвященный памяти мастера спорта СССР международного класса, двукратного чемпиона Советского Союза и чемпиона Европы Магомеда Парчиева. В соревнованиях приняли участие около 200 дзюдоистов из регионов Южного и Северокавказского федеральных округов. С каждым годом все лучше и лучше организация. Ребята, спортсмены, которые представляют чуть ли не всю, так скажем, Россию, очень подготовлены, стараются все. Видно, что подготовка была во всех регионах. Хочется отметить организацию этого турнира очень хорошо, судейство объективное. Ребята стараются, борются. В начале июня Ингушетия стала центром притяжения для любителей острых ощущений. В регионе прошло международное первенство по парашютному спорту. Участвовало свыше 50 экстремалов из 8 стран мира и 15 субъектов России. Ингушетию представила юниорская сборная в составе 10 человек. За один вылет 3 групповых прыжка. В каждой команде по 4 парашютиста. На первый взгляд управлять парашютом кажется легко, но для любителей, желающих поймать попутный ветер, это почти невыполнимо. Особенно, когда идет речь о точности приземления. Мастер-класс показывали профессионалы из 8 стран мира. Я здесь нахожусь уже 6-7 раз. Это мой визит в Ингушетию. Всегда с очень хорошим чувством прилетаю в Ингушетию. Мне здесь очень нравится. Добрый, гостеприимный прием, хорошая организация. И хочется, чтобы таких соревнований было побольше. Престиж в соревнованиях достигается на всех соревнованиях такого ранга. Чем больше участников, особенно иностранцев, принимают участие, тем более сборная России, здесь, так скажем, большая половина из них это чемпионы мира, призеры других международных соревнований, там и чемпионы. То есть с каждым годом ранг этих соревнований повышается, и мы надеемся, что добьемся того, чтобы эти соревнования перевели во вторую категорию, что они будут официально считаться международными соревнованиями. Участники из Словении, Сербии, Белоруссии и Черногории приехали поучаствовать в международном соревновании по парашютному спорту. Представители Ингушетии по сравнению с конкурентами еще новички. Тем не менее, показали впечатляющие результаты. Выставили полную команду. 10 человек у нас есть, прыгают ребята. Мы обязаны расти, конечно, будем. Мы на следующий год уже призовые места собираемся занимать. Этот год мы просто себя показали, дали понять, что у нас есть. Но даже сейчас наши спортсмены показывают сопротивление, прогресс, результат у нас уже есть. Если говорить о командных видах спорта, то ингушские футболисты, выступающие за топ-команды российской футбольной премьер-лиги, показали внушительные результаты в 2019 году. Магомед Аздоев, защищающий цвета Санкт-Петербургского «Зенита», и Зелимхан Бакаев, выступающий за московский «Спартак», стали одними из лидеров своих команд. Голы, обводки, помощь в защите и полная самоотдача на поле. Ингушские футболисты в каждом матче выкладывались на полную. Смещается в центр Бакаев. Удар какой классный! 0-2! Зелимхан Бакаев! Аздоев удар! Аздоев! 2-0! Возвращаемся к покорителям небесных высот. В середине августа в Горной Ингушетии прошел международный фестиваль бейсджампинга «Легенды гор» памяти первооткрывателя вершин Ингушетии для бейсеров Глеба Воеводина. Участие приняли более 25 экстремалов из разных регионов России и мира. Вначале для гостей региона провели экскурсию по равнинной части республики. Затем уже спортсмены направились в горы. Первые прыжки стартовали с горы Цейлам. Несколько часов подъема и затем десятки секунд полета.
И попали в облако, просидели там пару часов, наверное, как минимум. Ну, как видите, погода разгуливается, мы прыгаем, а ребята еще человек 7 там сидят, ждут. Вот так все, позитивненько. Есть ли у вас какая-нибудь вершина в Ингушетии, которую вы можете назвать, сказать, что любимой? Цейлам, мне Цейлам. Во второй день фестиваля экстремалы облюбовали одну из самых известных вершин Ингушетии – Столовая гора в числе символов нашего региона, и из года в год количество туристов и спортсменов, совершающих на нее восхождение, становится только больше. В отличие от обычных гостей, бейсджамперы спускаются не по привычному всем маршруту, а прыгают в пропасть. Открывающиеся виды Джейрасского района стоят всех усилий, затраченных на восхождение. 8 лет подряд приезжаю в Ингушетию, в Джейрасский район, открываем много новых мест, новых гор, откуда прыгать. Вот сегодня эта гора уже достаточно традиционная. Здесь уже было прыжков, наверное, 100-150 сделано. Всегда все было отлично. Здесь вообще все прекрасно. В Ингушетию я вот лично приезжаю с 2014 года. По-моему, только один раз пропустил. Вот. Прекрасное место, потому что до этого все ездили прыгать за границу. Там Италия, Швейцария, там Альпы. А потом вот нашли у нас такое. Это прекрасно, что можно в своей родине, в своей стране прыгать. Причем здесь горы экзиты, то есть точки, с которых мы прыгаем, и линии полетов, они не менее интересные, чем в Альпах, а некоторые даже более интересны. Например, Столовая гора, вот, когда ты прыгаешь в ущелье, такого я больше нигде не прыгал, нигде не видел такого. В заключительный день фестиваля спортсмены прыгали с горы Нии, расположенной рядом с одноименным башенным комплексом. После выполнения прыжков, прошедших в штатном режиме, спортсмены подвели небольшие итоги. В целом, фестиваль у каждого из участников оставил позитивные впечатления. Прыжок получился просто отличным. Это мое первое пребывание в горах Ингушетии. Не скажу, что не боялся прыгать, потому что было очень высоко. Но ты паришь как птица, и это самое приятное. Мне очень понравилось. Возвращаемся в равнинную Ингушетию. В начале сентября в нашей республике прошел чемпионат России по дзюдо среди мужчин и женщин. Главный национальный турнир по дзюдо впервые в своей спортивной истории приняла наша республика. Участвовало в соревнованиях 500 спортсменов в 14 весовых категориях. Схватки проходили одновременно на 4 татами. Ингушские спортсмены на чемпионате завоевали 2 бронзовые и 1 серебряную медаль. Медалью награждается Чесыгов Исмаил. Ингушская республика. Старт нового олимпийского цикла не за горами, потому удачное выступление участникам чемпионата давало возможность побороться за право представлять сборную страны на Олимпиаде 2020 года. Поэтому настрой ребят решительный, каждый выкладывался по максимуму. На мой взгляд, это один из самых лучших чемпионатов, даже, видите, по обстановке, по накалу борьбы, по тому, как оформлен зал, всем гостям и, в частности, судьям очень понравилось. Поэтому спасибо огромное организаторам за такой теплый прием и высокую организацию соревнований. Еще одной приятной новостью стала победа нашего земляка, чемпиона мира и Европы по греко-римской борьбе в весе до 97 кг Мусы Евлоева на чемпионате мира в Нур-Султане. Последовательно одолев 4 соперников, Евлоев должен был выйти в финале против одного из сильнейших борцов Артура Алексаняна, но последний получил травму. Титул чемпиона мира Муса защитил, и беспроигрышная серия Евлоева длится уже 1,5 года. Подводя итоги 2019 года, можно сказать, что как в Ингушетии, так и за ее пределами наши спортсмены показывали внушительные результаты. 1 января по 15 декабря текущего года проведено порядка 52 спортивно-массовых мероприятий. Во втором квартале 2019 года завершено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в сельском поселении Сагапши. До конца 2019 года ожидается завершение строительства также физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в Насыркорте. На следующий год у нас по линии проектов, по линии регионального проекта «Спорт. Норма жизни» запланированы ряд спортивных объектов, которые мы уже планируем, и я надеюсь, они будут реализованы в полной мере. Мы уже имеем понимание, такие значимые старты для нашей республики. Это будут в конце февраля 2020 года первенство России среди юношей до 18 лет по греко-римской борьбе. И также планируем провести и всероссийский турнир памяти
мастера спорта международного класса Магомеда Парчиева по дзюдо. Ежегодный уже традиционно стал турнир по боксу серии А в памяти нашего легендарного героя Сулымбека Асканова. Наша республика доказала, что мы можем стать как отличными организаторами соревнований любого уровня, так и их непосредственными участниками и победителями. Тамерлан Хамхоев. Итоги года. Более 60 участников со всех уголков региона сошлись в интеллектуальных баталиях. В Назрани завершился открытый республиканский шахматный турнир среди мужчин в памяти генерала Российской императорской армии Эльберта Нальгиева. Звание лучшего шахматиста региона спортсмены оспаривали в течение 2 дней. Кто же стал лучшим, расскажет наш корреспондент. План наступления продуманный на 2, 3 и даже 4 хода вперед, цель которого – расшатать оборону и вывести из равновесия неожиданной атакой сильную фигуру, навязывание своих правил на поле боя. Такое описание обычной шахматной партии вполне могло бы претендовать на сценарий для именитого блокбастера. Другое дело, что здесь на турнире дилетантов не встретишь, как среди взрослых, так и маленьких. В 2016 году на СКФО 4 стал, в 2017 3, в 2018 2, в 2019 опять 3. Ну, вот, на СКФО призером был. В Баку был, но правда это не попал в приз. 4 место было почти, там немного не хватило. Ну, еще чемпионат республики там выиграл до 15 лет. Я увлекаюсь шахматами 4 года. Меня тренировал Муса Курешевич, мой тренер. Мне хотелось бы выиграть в этом турнире и занять призовое место. У меня 4,5 очка. В первой партии у меня было 2 лишние фигуры, но один неправильный ход, и я проиграл. А в чем заключался этот неправильный ход? В том, что она провела пешку к ферзи, дала двойной удар и села ладью. 9-й и заключительный тур близится к концу. Впереди подведение итогов и награждение фаворитов в 2 возрастных группах с равным количеством игроков под 32 человека. Каждый из них не понаслышке знаком с такими комбинациями, как двойной удар, вилка, связка, размен и жертва. Зина Даурбекова вместе со своим соперником не первый год показывают мастер-класс на клетчатой доске в различных турнирах. Стоят, например, фигуры вот так. Допустим, она двигает пешку вперед, и я могу один раз при моем ходе ее вот так забрать, а не вот так. То есть только вот так. И да, это битое поле. Спокойствие игрока и воцарившаяся здесь тишина – это в первую очередь строгое соблюдение правил и спортивного этикета шахматистов. Так игроку нельзя переговариваться со своим соперником. Примечательно и то, что этот вид спорта с иерархией званий, развитой системой регулярных турниров, национальными и международными лигами, шахматными конгрессами имеет и своих ветеранов в нашей республике. Я основатель шахматного клуба в республике. 10-11 лет я вел шахматы в республике Ингушетия. Сейчас много молодежи, девчата, ребята, клубы. Вот в Троицком Магасе есть клуб. Вы, как сами видите, здесь очень оживленная какая-то обстановка, да, вот шахматисты все настроены, потому что сегодня как бы последний день турнира, да, и поэтому здесь сейчас уже все рассчитывают там шахматисты, которые рассчитывают на места там первые, вторые, третьи, да, они призовые, призовой фонд здесь довольно очень хороший в этом турнире. Помимо игроков на турнире памяти генерала Российской императорской армии Эльберта Нальгиева, здесь присутствуют и представители Тейпа Нальгиевых, также непосредственно его потомки. Подрастающее наше поколение, чтобы не забыли наших предков, которые защищали нашу честь, защищали нашу родину, Россию, прославляли наш народ. И на наше вот самое пожелание наше откликнулся спорткомитет. Мы этому очень благодарны. Мне понравился этот турнир очень. Хорошее проведение, призовой фонд хороший. Вроде игроки тоже здесь сильно много. Церемония награждения победителей и призеров турнира начинается со слов благодарности представителей Федерации шахмат Республики, Минспорта и Тейпа Нальгиевых. Медали и грамоты, а также денежные призы стратегам и тактикам, отличившихся на протяжении 2-дневного турнира. Второе место в турнире занял Келиков Харис.
но я занимаюсь 5 лет, и мне нравятся шахматы. Я люблю играть в них. Буду дальше выступать на турнирах, буду получать места. Принято считать, что этой игре или этому виду спорта насчитывают не менее 1500 лет. С тех пор, завоевывая популярность в многочисленных странах и империях, как говорят сами шахматисты, этот вид искусства является звеном объединения культур и до наших дней. Отрадно и то, что в Ингушетии уже насчитывается целая армия любителей шахмат. Тамара Хашагульгова, Адам Мережков, Магомед Белакиев, Новости 24. С учетом пожеланий зрителей, фильм «Сойти с Инзовлю» будет снова показан в Ингушетии. Показы пройдут по 8 января включительно на ингушском языке. Насладиться короткометражной лентой все желающие смогут в кинотеатре «Киностар», находящемся в торговом комплексе «Фабрика», по улице Фабричная, 26. Планируется по 2 сеанса в день в 14:30 и 19:00. Билеты спрашивать в кассе кинотеатра. Провести новогодние каникулы весело и с пользой. Любителям активного отдыха двери открывает ледовая арена РД. С началом Нового года стартовали массовые катания на льду. Почувствовать себя звездой фигурного катания или просто посоревноваться на скорость или красивое исполнение танца на льду могут не только дети, но и взрослые. Позаботились и о тех, кто только учится кататься. Подробности в сюжете Дианы Дударовой. В Ледовом дворце понимаешь, не все любят пассивный отдых перед телевизором в новогодние каникулы. Здесь чувствуется настоящая зима, когда все торопятся на каток. Кто-то проносится с бешеной скоростью, кто-то впервые примерил коньки. Но настроение у всех одинаково праздничное. А вот у маленькой Софии Албаковой сегодня двойной праздник. Я праздную день рождения со своими подругами. Тамила, расскажи, с кем ты сегодня пришла и вообще как проходят твои новогодние каникулы? С тетей, дядей, сестрами и с мамой. Сложно кататься, ты умеешь? Нет, но я катаюсь на роликах дома. Массовые катания начались с 1 января. В Ледовый дворец приходят целыми семьями, коллективом, с друзьями. Так Адам Мережков решил устроить активный отдых не только себе, но и своим родным. Каникулы проходят превосходно. Привел сюда свою сестер. Так сам катаюсь, умею кататься. Ну так, сами видите, более-менее. В Москве научился пару движениям, вот теперь пробую здесь на домашней арене, как у меня получится. На льду одновременно могут кататься более сотни человек. Возрастных ограничений нет. Здесь возможно встретить детей даже от 3 лет. Правда, коньков их размеров в прокате не имеется, но им не отказывают и пускают в бахилах. За порядком на катке и за его пределами следят администраторы. Своих гостей Ледовая арена принимает с 10 утра до 22 часов. И лишь на час прерывает работу с 18 до 19 часов. Это мера тоже предусмотрена заботой о посетителях. Мы с 10 часов работаем, немножко нарезан. Иначе, чтобы он не уменьшался у нас, не утончался, мы периодически приводим его в порядок, то есть шлифуем и время от времени заливаем для того, чтобы содержать его на должном уровне, то есть толщина и так далее. Дети новогодним катанием рады, только вот и взрослых на льду встречаешь не так часто. Большинство предпочитают наблюдать за катаниями и успехами детей в стороне. Ну, мы пришли сегодня с детьми, племянница, 2 пацана моих, так, поразвлечься сегодня, покататься на катках, Ну, так, красиво. А сами почему не катаетесь? Это не мое. Однако те, кто набрался определенного опыта в этом деле, советуют и не бояться и готовы дать советы новичкам. В Ледовом дворце рассекают сегодня и опытные хоккеисты. Так, Тимур Цичуев, несмотря на еженедельные тренировки, свои праздничные каникулы тоже проводит на льду. Мне он очень нравится. Я занимаюсь 4 года хоккеем. Мы ездили в Ставрополь и победили 2 место. Новичкам дашь какой-нибудь совет? Вот какие самые основные правила нужно соблюдать, когда ты первый раз начинаешь кататься? Ну, надо сперва наклонить колени, а потом еще корпус. И отталкиваетесь, и все. Для новичков руководство дворца предусмотрело такие самодельные ходунки. Правда, точного названия им еще не придумали. Они пластмассовые, легкие, не травмоопасные. В общем, приглашают на Ледовую арену всех любителей зимних видов спорта. Опытных и не очень. Массовые катания продлятся до 8 января. Если приходить группами, классами, большими семьями, делают приятные скидки. Для людей с ограниченными возможностями здоровья вход бесплатный. Диана Дударова, Тамерлан Ужаков, Новости 24.
До наступления трудовых и учебных будней еще несколько дней. В период каникул в регионе проходят и новогодние представления, и утренники. Праздничный концерт состоялся и в Доме культуры села Сурхахи. Зрителей развлекали звезды ингушской эстрады и начинающие вокалисты. А в Нестеровском новогодние гуляния совпали с празднованием свадьбы. Тамара Хашагульгова расскажет подробнее. Новогодние каникулы не повод сидеть дома, уверены сурхахинцы. Тем более со сцены местного дома культуры для них звучат веселые песни, которые заряжают особой атмосферой праздника. Это плановое мероприятие. Мы пригласили артистов и филармонии. Также у нас есть тоже известный ведущий Шамиль Горданов, который сегодня ведет наш концерт. Люди сюда приходят отдохнуть, все-таки от работы отвлечься. И они больше общаются между собой. Мне кажется, самая большая польза в этом. И отдыхают, конечно. Ценителей национального колорита оманило здесь буквально все, начиная от зажигательной лезгинки до волнующих ингушских напевов. Новогодние концерты с нетерпением ждут как зрители, так и сами артисты. Ведь именно к этим праздничным выступлениям готовят самые лучшие песни и яркие номера. Даяна Татриева, воспитанница вокального кружка Дома культуры. Выступать на большой сцене девочка уже привыкла. Нравится из-за того, что люди побольше общаются друг с другом, они объединяются и дарят друг другу подарки. Пока одни жители проводят свой праздничный выходной на различных концертах и новогодних представлениях, другие, что очень символично, играют свадьбы. Вот и в сельском поселении Нестеровское сегодня непривычно многолюдно. Если душа просит тепла, сам подари его, помощь твоя не... Дом культуры на время стал настоящей танцплощадкой. Чтобы свадьба запомнилась надолго, гости получили максимум положительных впечатлений, было решено сыграть ее именно так. Идею восприняли на ура и местные артисты. Они заряжают окружающих веселыми песнями, в которых звучат пожелания новоиспеченной невесте. Семья – это начало всех традиций и ценностей ингушского народа. Следуя обычаям, невесту провожают в новую семью веселыми песнями, танцами и пожеланиями счастливой семейной жизни. Ведь не каждый день доводится выступать на таком важном мероприятии. Сегодня нас пригласили на свадьбу. Мы танцевали, было очень красиво. Нас часто приглашают на таких мероприятиях, на свадьбах, на концертах. Мы очень благодарим их, что пригласили нас. Праздничный лозер подходит к концу, и свадебный кортеж едет в свой конечный пункт назначения – дом жениха. Тамара Хашагульгова, Хава Гагиева, Магомед Шаухалов, Магомед Белакиев, Новости 24. Наш выпуск на этом завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.